Первый вопрос повестки – готовность республики к началу учебного года. Особое внимание необходимо уделить безопасности детей на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений и выполнению поручений президента России по реализации новых национальных стандартов. Есть школы, которым прилегающим территориям необходима установка светофоров. В основном это дорожные знаки, пешеходные переходы. И несколько буквально там, где привести в порядок, в рабочее состояние именно светофоры. И, как я повторюсь, обновить именно пешеходные переходы. Предложение госавтоинспекции оценить уровень эксплуатационного состояния и устранить достаток. Игорь Анатольевич, извините, вы знаете, там как еще есть у нас несколько школ, где все-таки есть светофоры, но в нерабочем состоянии. Некоторые школы так отчитались. Там где-то 5 школ было. Когда у меня предложение, у меня этот список именно по неработающим объектам светофором, во мне передайте. Можно просто там в WhatsApp скинуть и все. На совещании отмечают, совместно с ГИБДД проверили школьные маршруты. Основное внимание уделяется наличию освещения, искусственных неровностей и четкой дорожной разметки. До 1 сентября все замечания должны быть устранены. Ежеквартально утверждается план по обследованию деятельности пассажирских перевозчиков на регулярных внутриреспубликанских, межреспубликанских, междугородних маршрутах. Специальные профилактические мероприятия по проверке технического состояния автобусов, их конструкции, внесению в конструкции незарегистрированных изменений. Соблюдение водителями транспортных средств режима труда и отдыха проводится на стационарных постах ДПС и маршрутах патрулирования. От вопроса безопасности пешеходов комиссия перешла к безопасности пассажиров. Состояние организованных перевозок, особенно в школьных автобусах, и борьба с одним из самых опасных нарушений – выездом на встречную полосу. В соответствии с реестром муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок выдано 76 свидетельств об осуществлении перевозок. Из них 39 свидетельств получено ООО «Индустранспорт», 14 приходится на ГУП «Индустранс», 23 на частных перевозчиков. В отчетный период ДТП, где пострадали жители и наступили страховые случаи на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров БГЖ, перевозчиками региона не допущены. Необходимо отметить, что начиная с июля месяца этого года на территории республики комплексами фото-видеофиксации нарушений, работающих в автоматическом режиме, правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения, не фиксируются. Указанные комплексы не функционируют в связи с истечением срока сертификации, что в свою очередь тоже негативно влияет на дорожно-транспортную обстановку. Отдельно на заседании обсудили развитие системы фото-видеофиксации нарушений ПДД на территории республики. Это позволит повысить контроль за дорожной дисциплиной круглосуточно и на большем количестве трасс. Хотел предложить. Первое – это принять неотложные меры по восстановлению работоспособности систем автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений. Второе – это установка на опасных участках дорог шрифт-балки. Еще один инструмент профилактики – региональный проект «Безопасность дорожного движения». Его ресурсы будут направлены в первую очередь на предотвращение детского травматизма. Это и уроки в школах, и социальные кампании, и обустройство детских автогородков. По итогам заседания всем ответственным ведомствам даны конкретные поручения и сроки их исполнения. Я предлагаю совместно с Минобром, с Минавтодором и с Госавтоинспекцией изучить те пункты, которые есть. Да, возможно, там какие-то там отдельные строчки по ЮИД включить, еще что-либо такое. Большого увеличения ждать в финансировании этой программы не стоит, потому что нагрузка на бюджет колоссальная. Есть и другие программы, это и у нас антинаркотическая, как и профилактики правонарушений, КЧС и так далее. Но, тем не менее, давайте подработаем, времени мы дали достаточно, с учетом мнения, опять же, Минфина. Мы этот вопрос отработаем. Зампред правительства региона Игорь Антонов призвал акцентировать внимание на межведомственном взаимодействии. И только так можно добиться реального результата и сделать дороги Ингушетии безопаснее для всех. Адам Мережков, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.